В середине 90-х в Кыргызстане появились магазины секонд-хенда. Несмотря на то, что в них продается ношенная одежда, товар имеет своих постоянных покупателей, которых привлекает цена и качество. Одежда секонд-хенд в последние годы стала особенно популярна в Кыргызстане. И все потому, что зачастую качество бывших в употреблении вещей заметно выигрывает у новинок. А низкие цены не оставляют шансов ни рыночным торговцам, ни тем более статусным бутикам. Сапаттуу жана бышык анда эмеге дагы ден соолукка да жакшы, натуральный. Бир детский кызга алсаң 500 бир эле кофта аласың. Бир эле. А бияка келсең эсиле жакшы товар, кырбычный эме болсо, мисалы 500 2 кофта аласың. Мен көбүнчө бу жактан кроссовка алам. Туфли алам, болгон оксоно кийгенге ошол. Шыман жумушка алам шымдарды. Көбүнчөсүн бут кийимге келем, болду ошо кожасына карап. Ну, я около 10 лет пользуюсь вот этими вещами. Секонд-хенд. Вещи престижные, цены приемлемые, как говорится. Выбор большой. В нашей стране развитию сегмента секонд-хенд противостоят негативные предубеждения касательно БУ вещей. Стереотипы основаны преимущественно на образе советских комиссионок и барахолок, куда не хотелось заходить из-за бардака, порой неприятного запаха и атмосферы бедности. В современных секонд-хендах подход к сервису кардинально изменился. Это хорошая возможность приобрести вещи европейского, корейского производства для тех, кто не имеет больших средств. 60% товаров поставляется из стран Европы и 40% из Южной Кореи. Клиентов у нас много, и большинство из них довольны. Многие клиенты приходят из-за хорошего качества и неплохой цены. Если раньше в таких магазинах продавались бывшие в употреблении вещи, то с недавнего времени начали завозить и новые, стоковые. Бизнес катарга айланып ошо бизнеске өттү да. Магазины одежды низких цен разделены на две большие группы – сток и секонд-хенд. Понятие «сток» пришло из английского языка. В переводе «сток» обозначает запас или товарный остаток. Из этого определения следует то, что в магазинах категории «сток» продают фирменные вещи, которые хранятся на складах модных магазинов, но уже не продается, так как обновилась коллекция. Я регулярно хожу в такие магазины для проведения мониторинга. Если раньше были в основном старые вещи, то сейчас появляются новые, неликвидные вещи. Или же с маленьким дефектом. В Кыргызстан также завозят и обувь. Как показала практика, на нее тоже спрос есть, как на одежду. Вместе с тем, пока бывшая в употреблении одежда остается для некоторых незаменимым недорогой. Многие клиенты жалуются на то, что когда покупают обувь на базаре, почти все товары китайские, и со временем появляется специфический запах. Берут еще и куртки зимние. Но большинство наших клиентов делают акцент на обуви. Стоит отметить, в Европе и США одежда секонд-хенд появилась в 1920-х годах, но популярной стала скорее вынужденно после Второй мировой войны, когда экономика многих стран была подорвана, а обедневшему населению нужно было что-то носить. В Кыргызстане же секонд-хенды появились в середине 90-х, после распада СССР, но долгое время считались магазинами для людей бедных, ну или очень смелых, отмечают специалисты. Азамат Кинжешев, Гульчуро Казымкулов, Нью ТВ.